Глава республики Айсен Николаев посетил лесопромышленный комплекс, где ведется производство домов для пострадавших от пожара жителей села Бяскёль. Новые дома изготавливаются из массивных деревянных стеновых панелей. Более подробно в сюжете Власия Сергеева. Новые дома для жителей села Бяскёль производятся в 6 различных вариантах площадью от 50 до 100 квадратных метров. Они изготавливаются из массивных деревянных стеновых панелей по немецкой технологии. На одну вот такую панель забивается где-то порядка 4000 гвоздей. То есть любой человек, который работал с гвоздями, понимает, что даже один гвоздь вырвать очень сложно, а 4000 гвоздей – это, естественно, архисложный процесс. Поэтому панель получается сильная, очень прочная, конструктивно очень прочная. За счет того, что это все-таки сильная древесина, материал имеет аккумулятивное свойство, то есть в этом доме будет тепло и уютно. Еще одним преимуществом данной технологии является быстрый монтаж. Так, по словам специалистов, возведение дома на 80 квадратных метров займет от 2 до 3 дней. Помимо этого, они отмечают высокую жесткость конструкции, что позволяет произвести отделку плиткой или краской, не опасаясь сдвигов панелей. В селе Бяскёль, помимо возведения новых домов, будут построены и другие объекты. Все понимают задачу, что нам надо обязательно людям помочь. И еще раз говорю, к середине октября все дома уже построят. Кроме этого, конечно же, хотел бы особо отметить, что в селе Бяскёль по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина будет построена новая школа. Начиная со следующего года новый многофункциональный культурно-спортивный центр. Мы также намерены отработать по улучшению улично-дорожной сети, по электрическому освещению улиц поселка. И мы уверены, что Бяскёль в итоге станет еще лучше, еще краше, нежели чем он был до того пожара, который, к сожалению, огромному у нас случился. Первая партия домов была отправлена в Горную Луз вчера. Сегодня планируется начать работы по бурению свай под фундаменты. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск.